И ночь и день являются знамением Аллаха, так как если мы посмотрим, то ночь и день непрерывно следуют друг за другом. И не бывает такого, чтобы прошла ночь, но не наступил день. И не бывает такого, чтобы прошел день и не наступила ночь. И когда приходит зимнее время, то ночь становится длинней, а день становится короче. И когда ближе к летнему времени, то день становится длиннее, а ночь становится короче. И каждый из них восполняет другой. И это удивительный порядок, который Аллах Всевышний создал в этом мире. И всю свою жизнь мы видим это знамение. Но порой человек видит знамения, он привыкает к ним, поэтому перестает обращать на них внимание. Но на самом деле посмотреть этот порядок, почему он никогда не нарушается. Почему, если мы спросим наших отцов, они видели то же самое явление. Ночь сменялся днем, а день сменялся ночью. Один из них становился короче, и другой становился длиннее за счет первого. И наоборот. То есть это процесс, который постоянно происходит. И этот процесс обязательно должен управляться кем-то. И это является знамением Аллаха Всевышнего. И также в дни и ночи есть большая польза для людей. То, что Аллах сделал день и ночь. Потому что если представить, если ночь будет постоянной и не будет дня, то ночью человек не может работать так, как он работает днем. Потому что ночью человек хочет спать. И даже современная наука говорит о том, что когда приходит темное время, то есть начинает темнеть, в организме человека вырабатывается вещество, которое тянет его ко сну. И поэтому любой человек, который ночью работает, он не может работать так, как работает в дневное время. И с другой стороны, если будет постоянно день, и не будет ночи. Ночь Аллах сделал милостью для людей, то, чтобы они могли в нее отдохнуть. И если будет постоянный день и не будет ночи, то люди, которые гонятся за этим дунья, есть люди, которые полностью погрузились в этот дунья, пытаясь взять как можно больше из него, и их останавливает только наступление ночи, потому что ночью люди, большая часть перестает работать. И это из милости Аллаха, что было время, когда человек мог отдохнуть. И также солнце и луна. То есть солнце и луна являются знамениями Аллаха Всевышнего. И солнце Аллах сделал причиной в этом дуне, чтобы этот мир мог существовать. То есть мы знаем ту большую связь, которая есть между созданиями на этой земле и между солнцем. То, что Аллах сделал солнце причиной того, чтобы был, например, кислород, или того, чтобы росли растения, или того, чтобы было тепло на земле. И солнце и луна являются знамениями Аллаха Всевышнего. И из его создания небеса, 7 небес и 7 земель. То есть эти небеса и земли, они также являются знамением и созданием Аллаха Всевышнего, который указывает на величие его Создателя. И когда человек смотрит в небеса, то он понимает величие того, кто их создал. И когда смотрит на обширность земли, понимает величие того, кто их создал. Создал эту землю, горы, тех, кто живет на этой земле, тех, кто живет в небесах и то, что находится между ними. И доказательство на это, то есть доказательство на то, что это является знамениями Аллаха Всевышнего, слова Аллаха Всевышнего: «Вамин аятихи лейлю ван нахару, вашшамсу вал камар, ля тасджуду лишшамси вал камари, васджуду лиллахи аллади халакахунна ин кунтум ияху та'будун». Из его знамений ночь и день, и солнце, и луна. И не совершайте земной поклон ни солнцу и луне, однако совершайте его Аллаху, если вы ему поклоняетесь. То есть из знамения Аллаха день и ночь
из знамений Аллаха ночь и день, и солнце, и луна. И не поклоняйтесь солнцу и луне, однако поклоняйтесь Аллаху. И у некоторых людей, когда они видят солнце и ту пользу, которую оно приносит людям, создается впечатление, что надо поклоняться именно солнцу. Так, когда одного невежественного человека призвали к тому, чтобы он поклонялся Аллаху, у нас здесь это было, он сказал, что зачем он будет поклоняться Аллаху, что Аллах для него сделал. Однако он видит солнце, которое приносит с собой тепло, и каждую весну, когда становится теплее, начинает расти трава, деревья, он сажает картошку, она вырастает, он потом ее ест, поэтому он будет поклоняться солнцу за то, что он видит пользу. И здесь Аллах говорит, ночь и день, солнце и луна, и знамения Аллаха, и не поклоняйтесь, ля тасджуду лиш-шамси валя лил-камар. Не поклоняйтесь солнцу и луне, несмотря на ту пользу, которую вы в них видите для себя, не поклоняйтесь им. Потому что та польза, которая в них есть, это польза, которую дает Аллах Всевышний. И если Аллах Всевышний пожелает, чтобы солнце не приносило пользу, оно не принесет его. Ведь есть тоже земли, в которых светит солнце в пустыне, однако ничего не растет на этой земле. Аллах может сделать так, что тот же огонь не будет обжигать, и то же солнце не будет приносить пользу. И поэтому не поклоняйтесь ни солнцу, ни луне из-за того, что вы думаете, видите эти блага, которые от них исходят и которые вы получаете. Однако поклоняйтесь Аллаху, совершайте земной поклон Аллаху, если вы Ему поклоняетесь. И раз Аллах Всевышний, исходя из этого аята, создал их, то только Он может быть объектом поклонения человека.